всемогущий! Слушайте, правоверные, слушайте! Мир и тишина воцарились на земле. Возмутитель спокойствия Хаджа Насреддин схвачен и утоплен в водоеме святого Ахмета. А теперь ответьте мне на другой вопрос. Почему сегодня, несмотря на жару, в воздухе чувствуется такая легкость и благоухание? Кто мне из вас ответит на этот вопрос? Я убежден, о мудрейший из мудрых, что это твое дыхание наполнило воздух неизъяснимой свежестью. А нежное благоухание распространилось во всех твоих владениях, потому что душа нечестивого Насреддина перестала, наконец, извергать гнусный смрад. Наш светлейший эмир Бухары соизволил назначить день для устройства всенародного праздника во знаменование казни Хаджи Насреддина. На этот праздник солнцеликий эмир, дабы осчастливить народ Ходжента, шлет наследного принца Рашида. Но я всех вас насквозь вижу. Вы жалкие льстецы, клеветники и завистники. Имейте в виду, почтеннейшие, если только во время пребывания принца хоть единая жалоба сорвется с этих жалких уст, О, великий величайший из великих, самый величайший из великих на земле. О, великий хан, я позволю себе напомнить. В честь приезда великого принца назначаются скачки. Пусть объявят всем, что победитель получит 50 тысяч танга. Ой, щедрый хан, 50 тысяч танга. Ой, щедрый из щедрейших, самый щедрый из всех щедрейших на земле. Эти 50 тысяч должны внести в казну самые преданные из моих придворных. Щедрейший хан, щедрейший хан. Насреддина видели по дороге в Хаджент. Он, оказывается, еще жив. Жив? Что делать? О, Аллах! Великий хан, дурные вести не имеют уста. Ну, что там еще? Неужели даже в такой день ты не можешь удержать при себе свои отвратительные тюремные новости? Ну что, говори скорее. Ну? Не имеют губы, не поворачивается язык. Его видели на дороге в Хаджент. Кого? Хаджу Насреддина. Что? Закрыть во дворце все двери! Немедленно закрыть все городские ворота! У меня пал верблюд, хозяин убьет меня. За дело. Вот, возьми 100 танга и отдай мне, пожалуйста, верблюда. Больше у меня ничего нет. 100 танга за верблюда? Да. Ты ну что, с ума сошел? Иди отсюда! Это цена паршивого ишака. Ну-ка, любезный, дай-ка мне деньги. Давай, давай, не бойся. Слушай, милейший,
Я покупаю ишака. Вот 100 тайга. За ишака? Да? Давай деньги, забирай ишака. Иди его. Это Что ты делаешь? Молчи. Это зверь. Забирай зверь. Что Нет, такое? я раздумал. Не нравится. Возьми лучше назад ишака и 100 тайга. Отдай мне верблюжонка. Ишака, 100 тайга. За верблюжонка? Ну да. Согласен по рукам. Веди. Не верблюжонок, а слон. Смотри, какие ноги. Это ж не ноги, бревна, бревна. Знаешь что? Возьми лучше назад ишака, верблюжонка и 100 тайга. Отдай мне вот того верблюда. За одного верблюда 100 тайга, Да. ишака Да. и верблюжонка. Воистину, сегодня у меня счастливый день. Ты деловой человек. Ударим по рукам. Держи 100 тайга. Бери верблюда. Бери верблюда. Благословит тебя Аллах. Веди, веди. 20, 30, 40, 50, 60, Ну, 70, бери и уходи. Скажи, за кого мне молить Аллаха, путник? Я пришелец из дальних мест. Ты любопытен, как женщина. Спасибо тебе. 45, 50, 55, 60. Господи, что ты сделал? За 100 тайга ты отдал ему лучшего чистокровного Обманул! верблюда. Он обманул меня! Ах, он шелудивый собака, жадный шакал, ненасытная гиена! Ну, мой верный ишак, нам нужно подумать и о пище житейской. Вон чайхана. Вот дешевый халат, дешевый халат. Ассалам алейкум. Ты правду говоришь, его утопили. Я сам слышал, как объявлял глашатый. Не может этого быть. Тише, придержи язык. Кто бы это мог быть, этого человека я встречаю впервые. Наверное, не здешний. Мир тебе, путник, посетивший наш город. Заглядатай. Да-да. На твоих сапогах пыль, а наши дороги каменистые. Вот мы и думаем, откуда ты пришел. Если можно, скажи, пожалуйста, ты приехал из долины? Тебе может быть известно, что каканские ткачи отказались ткать на хана. А верно, что все маслоделы лепешечники уклонились от уплаты налога хану. Нет, я об этом ничего не слышал. Да и мы ничего не слышали. Мы просто так. На всякий случай хотели узнать. На всякий случай. Ну что ж, сообщаю вам, что Коканд сдвинулся с места. Сырдарья течет вверх, а не вниз. И в окрестностях появился огнедышащий дракон. Может быть, вы еще что-нибудь хотите узнать на всякий случай? Эх, почтенный старец, взгляни поглубже в мои глаза. Разве я похож на шпиона? Ты понял все наши мысли, путник. Но мы действительно очень все напуганы. Ходжент наводнен слугами хана. То есть слугами справедливости. Ну, я же тебе сказал, что здесь нет шпионов. Твои слова внушают доверие, путник. Ну вот о чем хотели узнать. Ты не встречал Хаджуна Средина? Я слышал, что он шел по дороге в Ходжент. Его видел один караван баши. Вы ошиблись, добрые люди. Насредин находится сейчас далеко от этих мест. Но его видели многие у ворот Ходжента. Нет, они ошиблись. Насредин не мог появиться на здешних дорогах. А что за причина? Да потому что он стал глуп, стар, растолстел. Сидит дома и боится ссориться с богачами. Ты хочешь сказать, что Насредин стал трусом? Во всех этих россказнях о нем 3/4 выдумки. Да. Ты лжец, шпион, подосланный ханом. Он платит тебе за клевету. Бейте его! Что? Кого вы бьете во имя Хаджина Средина? Эй, что вас запомнил? Если ты явишься еще один раз, я вырву твой поганый язык и спрошу на куски и выброшу на съедение шакалов. Вот мой верный ишак. Меня уже бьют во имя Хаджина Средина. Теперь не хватает еще, чтобы во славу его меня повесили.
Тогда славный принц Гарун ибн Рашид переоделся в бедняков и вступил в Багдад. Но тут наступило утро, и Шахерезада прекратила дозволенные речи. Почему прекратила? Я не дозволил прекращать. О, меня осенила великая мысль. Я, как Гарун Рашид, проникну в город под видом паломника или бедняка. Я так хочу! Слышите? Я так хочу! Я хочу знать, как живет и благоденствует мой народ под эгидой хана Ханжента! Это невозможно, великий принц. Мы отвечаем за вас головой. Я так хочу! Аллах лишил его рассудка. Вы все мне надоели! И ты, и ты, и ты, и ты! Все-все! Ты холодна, как лед! От тебя пахнет мускусом! А в Хадженте есть запретные дома с гуриями из чужих стран. Немедленно возвращайтесь в Бухару и ждите меня там. Все будет так, как я сказал. Я принц или не принц? Эй, парень, плати за шашлык. Много у вас тут шляется голодранцев. Видишь, как дошрался. Плати, плати! Да ведь я его не ел. Да, кто пропитал свою лепешку запахом моего шашлыка? Плати, говорю. Да не я. Эй! Ай-яй-яй, нехорошо. Бесплатно пользоваться чужим домом. Ну да. Доставай, доставай. А, деньги. нехорошо, плати, плати скорей! Где твой кошелек? Сколько денег, а? Давай ухо. Давай ухо. А? Иди с миром, бедный А где человек. деньги за мой В шашлык? расчете, в расчете. Ведь он нюхал запах твоего шашлыка. Ага. А ты слышал звон его денег? Нет, я так не согласен. Постой, подожди. Куда ты меня ведешь? Молчи. Сейчас все узнаешь. Воистину, Хаджент наполнен жирными рябчиками. Вот один из них. Какой конь, какой конь. Сейчас я буду иметь не только кошелек, но и коня. Стой, стой! Что ты делаешь? Вот сын греха и позора. Что ты делаешь? Эй, оборванец! Ты не продашь мне своего коня? Он мне очень понравился. В мире нет такого коня, который бы не продавался. Ну да? Я тебя не спрашиваю, чей жеребец, потому что по тебе видно, что он не твой. Ты попадешься с ним. Времени у меня мало, решайте. Я сейчас же уведу его с собой, и все останется в тайне. Ты меня понял, соглашайся. Хотя ты выражаешься ясно, но я не все понял. Хитрец. Набиваешь цену. А? В этом жалком рваном халате не подобает ездить на таком коне. Да. Это даже небезопасно. А что, если тебя схватят и заточат в зиндон? Не лучше ли получить деньги, любезный? Еще бы. Это все равно, что найти деньги на дороге. Ну, положим, на дороге ты бы нашел совсем другое. Не знаю, не знаю. Ну вот что, получай свои 300 танга. Нет, ну что, бери, нет, бери, не зевай. бери.
еще ломается. Но ты сам отдал деньги. Видишь? О, сын греха. И ты хотел запятнать свое имя воровством. А я поднял с земли деньги, уроненные вором. Поехали. При твоем искусстве и твоем уме мы бы весь Хаджент могли украсть. Ух ты, сын греха. Слушайте, не видели моего коня? Серого? Ага. Жеребец. Вот здесь стоял. Ага. Вон повели. Вон! Эй, мой жеребец! Это он! Украли! Украли! Люди! Люди! Стой, стой, держи! Люди! Эй, люди! Давай скорее сюда! Люди! Давай скорее! Держи вора! Давай, 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 давай! Вон бери! Вон с тобой! Скорей! Скорей! Держите! Погони! Вот! Бежи скорее! Держите его, люди! Ограбили! Ограбили! Меня ограбили! Самого лучшего коня увели! На помощь! На помощь! Кричишь, шагать мне надо! Ты украл коня! Я ей уступил! Даром не Смотри, пройдет! старина! Отвечай, Помогите! падаль, как ты смел Убиваю! Догнали. Хорошо еще все они босые. Ну, что в этом хорошего? Когда босые, то бьют пятками, а пятка по силе удара несравненно уступает носку. Ну, ты, наверное, не раз испытал это на себе. Да, меня били. Били много раз. И пятками, и носками. Я вор, понимаешь, вор. Знаменитый багдадский вор. Ого! Громкое имя. Но не такое, как твое, Хаджа Насреддин. Тише! Ты узнал меня, сын шайтана? С первого взгляда. Вор! Я не вор! Я не крал! Вчера до дороги я встретил наследника эмира. Что ты говоришь? Дуралей этого. Он под видом паломника хотел проникнуть в Хаджен. Я почуял запах жареного и пошел за ним. Под видом паломника? Это интересно. И сегодня-завтра он будет здесь. Видишь, как мне повезло? Я пошел за ним, а нашел тебя. А за тобой я готов пойти хоть на край света. Ну да. Великое счастье иметь своим спутником вора. Ради тебя я готов стать праведником. Но. Да. Ну что ж, в Хадженте у нас будет немало праведных дел. Идем? Идем. О, правоверные! Обратитесь ко мне всем своим существом, и вы познаете величайшее чудо на земле. Воли Всевышнего, вот эти несчастные, бедные люди... Вот как надувает народ. Да, нам до них еще далеко. Мраком. Ноги скручены недугом, руки трясутся, и не в силах удержать ни пищу, ни влагу, посланные людям всемогущим. Но настал день, когда всемилостивейший изволил пожалеть их. Сегодня слепые станут зрячими, хромые станут ходить, паралитики исцелятся. Идите в эту хижину, идите. О, правоверные, молчите! Подведите ко мне страждущего. Ближе, ближе, молу. Говори, что у тебя болит, несчастный. А у тебя отнялись руки, да снизойдет на тебя благодать Всевышнего. Скинь, 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 только не дуй. О, Смотри, у тебя и ноги скручены недугом. Да снизойдет на тебя благодать Всевышнего, скинь, пропади недуг. Подведите ко мне слепого. Ближе, ближе. Смотрите, правоверные, и удивляйтесь. Стань на колени. Вижу, не вижу, 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 вижу. Что ты моргаешь, болван, вставай. Понял. Вижу, правоверные, вижу, совершилось великое чудо, великое чудо.
Благодарю тебя, сударь! Благодарю тебя! Сейчас мы разоблачим всю эту шайку. Мы поднимемся наверх и разгоним все это осиное гнездо к чертовой матери. Ты меня понял? Хорошо. Свершилось чудо. Слепые прозрели, парализованные стали ходить. Жертвуйте кто сколько может. И это принесет вам счастье. Не зевай. Эй, уважаемые! А известно ли тебе, что я сам великий чародей? Он чародей. И могу творить еще не такие чудеса. Он может все. Кто вы? Откуда взялись эти люди? Они сомневаются в силе наших заклинаний. Увидите эти дерзкие... Правоверные! Я сейчас всех исцелю, даже не прикасаясь к ним. Вижу, не вижу, вижу, не вижу, вижу, не вижу. Сгинь, пропади. Вижу, не вижу, сгинь, пропади. Землетрясение! Землетрясение! Спасайся, кто может! Землетрясение! Правоверные! Спасайся, кто может! Каджента, 40 невест, 40 дочерей будут до выкупа отданы в рабство. Эмир Бухары так соизволил приказать своему карающему мечу хану Каджента. Если меч ржавеет в ножнах, самое время вытереть его о юбки этих несчастных. Справедливо ты говоришь. Сами говорить мудрость. Летите на волю. И хорошо, что над вами нет всевластных, всесильных и всемудрых. Разойдись, стража! Разогнать толпу! Эй, кто вы, презренные оборванцы? Так мы сельские жители, чтя древние обычаи, выпустили на волю несколько птиц во славу великого хана. Что? Это вредный, глупый и устаревший обычай. Слышите, сельские жители, не разрешаю выпускать на волю. У вас, как я вижу, завелись лишние деньги, оборванцы. А нищим не пристало иметь излишки. Это главная заповедь хана. Что это? Замолчи. Ну что ты орешь? Вот проклятый Ишак. Неужели ты не можешь тише восхвалять мудрость и доброту великого хана? Какой глупый осел. Слышь, не надо. Обыскать? Стража, обыскать? Что вы делаете? Я боюсь щекотки. Нет ничего. О, золото! Вот это находка! Вот славный камельбек! Я нашел у них золото! Спрячь! Слушайся. О, сиятельный Камельбек, у меня еще есть эта цепочка. Уважаемый начальник стражи случайно забыл ее. Да. Отпустить! Эй, освободите его! Стража, за мной! Все забрали. Если бы я имел дозволение выудить у них твой кошелек. Эх ты! Разве вернуть свое законное требует особого дозволения? Да. Вот он, твой кошелек. Бежим. О, великодушный купец, мы пришли к тебе с мольбой о спасении. А уходите отсюда, я не подаю никому милостыни. Уходите. Выслушай нас, мы не нищие, ты не понял нас.
Мы не за этим пришли. Я не милостыни прошу у тебя, купец. Наше дело не безвыгодное для тебя. Мы горшечники, кузнецы и медники собрали все, что было ценного в домах для выкупа дочерей. Одна из них томится в твоем гареме. Помоги нам, помоги нам, почтеннейший. Какая же цена почтенная этих драгоценностей? 2000 таньга. 1000? Эти безделушки стоят не больше 300. Вещи стоят в 10 раз дороже. 300 таньга хорошая цена. Больше я не могу заплатить, клянусь. Нет, за такую цену мы не отдадим. Ты хочешь нас ограбить? Вы, кажется, забыли, почтенные, что продажа драгоценностей наказуется плетьми. Я мог бы сейчас позвать стражу. И только из жалости не хочу этого делать. Берите 300 и уходите. Отдай добро! Отдай сейчас! Молчать! Что тут происходит? А? Почтенный Рахимбай, почему так шумят эти люди? Ты украшение нашего купечества. Отвечай, что им надо? О, сиятельный Камильбек, эти дерзкие нарушители порядка кричат, орут. Никого из них я не знаю, никогда раньше не видел. Требуют у меня какие-то деньги. Говорят, что хотят продать какие-то драгоценности. Драгоценности? Нарушение приказа хана? Грязные оборванцы! Вон отсюда! В Зендон проситесь! Ну! О, сиятельный Камильбек, половина этих драгоценностей ваша законная доля. Ваш недостойный слуга рад вас видеть, сиятельный Камильбек. Не угодно. Благодарю, уважаемый Рахимбай. Я буду счастлив, если вы согласитесь принять эти дары. Нет. Не обижайте своего покорного слугу. Возьмите в знак моего величайшего уважения к вам. Отведайте эти плоды земли, почтеннейший Камильбек. Я сам вор. Всю жизнь провел с ворами, но такого разбойника не видел. Ты должен все видеть и все слышать. Вечером встретимся на мосту. Сын эмира Бухары едет в Хаджент. Хан в честь приезда высокого гостя соизволил устроить большие скачки. Какой великий хан! Мои кони должны выиграть 50 тысяч таньга. 50 тысяч таньга! Какая великая щедрость! О, сиятельный Камильбек! У меня во дворе ждут твоего взора 2 чистокровных арабских коня. Эй, кто там? Посиди в лавке, я скоро вернусь. Прошу вас. Может быть, они помогут вам усладить взор блистательного принца. Ради этого я не пожалел 50 тысяч таньга. О, это похвально. Ваш усердие заслуживает награды. Я доложу о ваших нуждах хану. Я ваш раб, но это еще не все. Не будет большим грехом перед Аллахом, о сиятельный Камильбек, если я покажу вам еще одно свое приобретение. Мой гарем пополнился новой ослепительной звездой, с которой не сравнится ни одна из гурий рая. Приведи сюда новую невольницу. Я хочу ее показать почтенному Камильбеку. Мне она досталась случайно. За долги дочь медника, не уплатившего подати. Имущество всех здешних горшечников, медников и портных не хватит для того, чтобы выкупить ее. Стройна, как кипарис, губы, как гранат. Ноги, как у лани, глаза глубже темной ночи, бедра, как луна. Немного ли прелестей вы увидели в рабыне? Мне бы хотелось убедиться. Сейчас она появится, и вы увидите, что я был прав. Не правда ли? Красота ее сжигает глаза. Я не обманул вас.
Уважаемый Камильбек, побудь с князем Гулям, я должен идти. А ты ступай. Смотри за ней как можно внимательней. Я распоряжусь в лавке и скоро вернусь. Гулям, вот тебе за вчерашнюю голубку. А это за новую. Я должен ее сегодня же лицезреть. Не забудь только оставить на улице лестницу и открыть окно. Остановитесь, купцы! Вы въезжаете в благословенный Хаджет! Да будут вам известны законы великого хана! Читай! Укрывшему свои товары от пошлин 100 плетей. А? За крамольные разговоры дыба. За прелюбодеяние, лишение мужского естества. За непочтение в мечети преступнику смерть. А? Понятно? Обыскать! Если это сбор пошлины, то тогда что такое грабеж? А если это грабеж, при чем тут сбор пошлины? А? Ох, как мудро устроен мир! Хан получает налоги властью, данной от Бога, а эти достойные люди просто ловкостью рук. Принц, вот это удача. Ну, скорее, скорее идите. Принц ищет приключения. Сейчас я ему их устрою. А это что за чучело? Откуда вы пришли и зачем, а? Мы решили осмотреть достопримечательности этого глиняного горшка. Что? Начальник стражи. А? Высокочтимый начальник стражи. Он, наверное, сумасшедший, а? Ну что же, платите паломничью пошлину и можете вступать в город. Присмотри за этим очарованным, а то еще покусает людей. Ходят тут разные. Ты щедр, как принц, уважаемый путник, но позволь заметить, за лицезрение плит мечети имама у нас полагается двойная плата. Давай. Но ведь это плата за лицезрение 2 глазами. А у паломников-то 6, их ведь 3. Верно. Что? Плати еще. Негодяй! Что? Негодяй! Грязная собака! Ты хочешь, чтобы я залил твою мерзкую глотку расплавленным золотом, а твоих стражников сдаил в Зиндоне? А с умалишенных у нас взимается тройная плата. Плати и убирайся вон. Да. На колени, собака! На колени! Или я клянусь именем моего отца и мира Бухары, я заставлю тебя проглотить собственный язык! На колени! На колени! Я стою! Зиндон! Всех Зиндон! Сыны мира! На колени! На колени, правоверные! Перед великим властелином дураков! Начальник стражи, эти люди опасны.
Ведь если сумасшедший заявляет, что он сын Эмира, значит и самый мир недалек от сумасшествия. Да? Наследин, тебе необходимо переодеться. Хочешь в это, а хочешь в это. Выбирай. Ходжент невелик, а тебя уже многие знают. О, в этом балахоне я буду похож на заезжего дервиша-шарлатана. Ну а в этом на добропорядочного муллу. Говорят, что ты и был муллой. Ну так говорят лжецы. Им выгодно заполучить меня в свою компанию. Вот они и выдумывают, что я ветхий старец, краснобай, шут. А я попробовал сказать это простым людям в чайхане, и они наломали мне шею. Молодцы. Так и надо. Каждый видит мир таким, каким подсказывает ему сердце. Ну вот что, мне пора идти. Иди, и да поможет тебе Аллах. Бедная Гульнар. И ты, Зумрад. Так же несчастный, как и я. Почему чудеса бывают лишь в сказке? Почему добрые волшебники обошли меня своей милостью? Ты ошибаешься, о красавица. Ты звала волшебника? Звала? Я здесь. Собирайся поскорей, а то чары рассеются, и нам может помешать злой волшебник. Что делать? Дай покрывало. Сиди здесь и молчи, иначе не видать тебе освобождения. Не бойся меня, светочей моих, клянусь. Именем Аллаха я помоложе и покрасивее этого вонючего хорька Рахимбая. Ты прекрасней всех гури рая. Вот, я дарил тебе эти золотые безделушки. Мне они стоили очень дорого, но для такой красавицы, как ты, мне ничего не жаль. Бедра твои, как полная луна, твоя талия стройна и целомудрена, как тростник. О, скорее раскрой лицо. Я хочу увидеть твои глаза, целовать твои губы, обнимать тебя, о прекраснейшей из прекрасных. Ты молчишь? Значит, тебе приятны мои слова. Сейчас я сброшу халат и заключу в свои объятия. Что это? У тебя усы! Пусти меня, я обманут! Пусти, пусти! Караул! Караул! Меня обманули! Подожди, проклятый Рахимбай!
Вы спугнули злого духа, а теперь должны спасаться сами. Идем. Видишь, я с богатым уловом. Вижу, вижу. Давай. Да, мало, очень мало. Жестянки и позолоченные побрякушки. Всего этого хватит для выкупа 2 девушек, а их ведь 40. У себя в Багдаде я бы без труда собрал нужную сумму. А у этих хадженцев нечего и украсть. Есть 1000 способов, чтобы восстановить справедливость. Не на этом ли мосту собираются гадальщики Хаджента? С утра и до вечерней молитвы здесь обитают эти шпионы и жулики. Аллах наградил меня мудростью. Игра втроем. Ты, я и этот многогрешный меняла. Что ты задумал? Ты должен увести его жеребцов. Так. А я стану придворным гадальщиком хана. Погоди, погоди. А что, если тебе на время стать... Кем стать? Посмотрим, посмотрим. Но покуда спрячь девушку и снеси все эти побрякушки ее отцу. Никогда я с таким удовольствием не исполнял твоих поручений. Пойдем, красавица. Я укрою тебя у верных людей, а затем внесу выкуп, и ты снова вольная птица. Счастлив будет тот, кто станет твоим избранником. У меня еще нет его. О, он будет. Обязательно будет. Такому драгоценному камню нужна достойная оправа. Будь проклят день, толкнувший меня на дорогу бесчестия. Ты спас меня, не думая о вознаграждении. А бескорыстие это мог сделать человек с большой и чистой душой. Ты говоришь это мне, вору? Я вижу тебя другим. И всегда буду видеть не таким, как ты говоришь. О, клянусь, ты не ошибешься. О, как ты величественно, таинство бытия. И то, чего с трудом добиваются умудренные опытом и скитаниями, легко делает это чистая голубка. И вот мир уже потерял багдадского вора. Ну, когда же приедет в Хаджент высокородный принц, затмивший своим величием луну и солнце? Как мне стало известно от моих гонцов, принц задерживается, великий хан. Но я не могу откладывать назначенные скачки. Я проведу их без него. А победителя покажу потом принцу. Да, я слышал, у твоих знаменитых текинских жеребцов появились соперники. Я их видела, повелитель, кони хороши. Но я уверен, что им еще далеко до моих полукровки. Так как же осмеливается этот мерзкий купец Рахимбай появиться перед нашим взором? О, мой повелитель, это простой меняло с рынка. Разве ему известны законы высшей благопристойности? Это ты говоришь о благопристойности. Даже самые мои приближенные вельможи не могут похвастаться ею. Кое-кто с пышными усами под покровом ночи заглядывает в чужие гаремы. Мой ферман о прелюбодеянии уже не страшит таких. Давно известно, что твое остроумие поражает, как меткая стрела. Вот
Когда ты лишишься мужского естества, ты по достоинству оценишь всю остроту моего ума. Что болтает сумасшедший, выдающий себя за принца? У меня немеет язык. То, что он говорит, я не могу повторить. Говори. Речи безумца не могут задеть хана. Самозванец осмеливается утверждать, что ты, о повелитель, вонючий хорек, по которому давно плачет виселица. А придворные твои, жулики, которые подрывают устой трона. И еще он говорит, что ты вонючий верблюд, и что он лишит тебя мужского естества. Молчи, молчи, или я тебя самого брошу в Зиндон. А ты его пытал? Да, я сделал все, что было в моих силах. Но как мы ни старались, он молчит и ни в чем не признается. Сегодня раскаленным шилом я сам проткну его язык. Отец, как же он сможет признаться в своей вине, если ты проткнешь его фальшивый язык? Теперь ты видишь, как бледна твоя мудрость, гость чужих гаремов. Ну, говори. О, все постигающий, скажи, в новом браке буду ли я счастлива? Ты хочешь узнать великую тайну, захотят ли духи открыть ее? Если ты будешь следить, чтоб в твоем доме не завелись мыши, твое желание будет исполнено. Тогда мне придется завести хорошего кота. О, благодарю тебя, все постигающий. 10 тенга. Не очень-то щедра эта старуха, жаждущая счастья. Да обойдет и Аллах твоих щедрот. Ассалам алейкум, всепостигающий. Алейкум салам. Я не хочу быть обманутым в сделке на 20 кип шерсти. Приезжий купец уверяет, что шерсть превосходна. Буду ли я иметь хорошую прибыль? Ты хочешь узнать великую тайну? Битси-битси, ала-битси, битси-битси, ала-битси, куф, суф, суф, куф, суф. И если хочешь, чтобы сделка удалась, надо очень внимательно следить, чтобы во время уплаты денег на базаре не было ни одного лысого человека. Гони 20 тенга, и можешь совершать свою сделку. Мне исполнилось 90 лет. Скажи во всезнающий, могу ли я иметь детей? Ну, конечно, можешь, если у тебя будет молодой сосед. Что тебе здесь нужно, грубиян? Уходи, твоего мнения никто не спрашивает. Я и спрашивать его не хочу. А ты кто такой? Скажи мне, о великий маг, где я могу расстелить свой скромный коврик? Откуда ты взялся, несчастный? Нам тут скоро самим жрать будет нечего. Убирайся отсюда, слышишь? Надо отсюда бежать. За целый день вчера я заработал 10 тенга. О мудрые провидцы человеческих судеб! Вам нечего бояться, ведь я гадаю только на розыск похищенного. Что? На розыск похищенного? Он ищет украденное, но наслышала. Можешь садиться где угодно, если хочешь здесь или здесь. Он думает разживиться в Хадженте на розысках украденного. Слушай, что я скажу. Не трать зря свою жизнь в Хадженте. У здешних горожан крепкие кулаки. Возвращаю все пропажи. Раскрываю тотчас кражи. Эй, хадженцы, подходите, свои вещи находите. Твое лицо светлей, чем лунный светлый лик, твой нежный гибкий стан,
стройнее, чем тростник, обомной красоты, какой владеешь ты. Не видел никогда ни турок, ни таджик, обомной красоты, какой владеешь ты. Не видел никогда ни турок, ни таджик, ни турок, ни таджик. Как сахар ты сладка, предела нет любви, я все отдам тебе, лишь цену назови. Ногам твоим сложу алмазов ценный клад, Багдад и Бухару, и древний Самарканд. Ногам твоим сложу алмазов ценный клад, Багдад и Бухару, и древний Самарканд. Ты кто? Я бедный купец. Он лжет! Это Бай-Агабек. Все селенье плачет от него. У меня он забрал дочь. У меня последний шака увел. Тихо! Отведите его к атаману, а добро раздайте им. Слушай. А ты кто такой? Я главный стряпчий великого эмира. Вы ответите головой. Стряпчий? Накормите его пловом, да таким, чтоб масло кипело. Пусть знает, как встречает слуг эмира наш атаман Али-Баба, сын Медника. Убрать! Вижу, скачут два всадника по дороге справа. А конем! Схватить их и привести сюда. А этих двух отправить в подземелье. Иди. Кончены, теперь я хочу услышать, что сочинили наши поэты. Они мне давно не читали своих произведений. Кто из вас начнет первым? Да. И ты, как кипарис, стоишь в благоуханье роз. Алмаз среди ничтожнейших песчинок. Ты, как луна, затмил сверкание звезд. С тобою солнце держит поединок. Надо их поощрить, отблагодарить за их труды. Мое! Не опротивило каждый день слушать одно и то же. Да еще приснился во сне, как назло сегодня, Хаджа Насреддин. О, великий хан, я приказал усилить стражу. Ворота в город закрыты и охраняются. Насреддин не бесплотный дух, он не может проникнуть в город. А сны позволь развеять мне, великий хан. Одно твое слово, и заморский фокусник попытается развеселить тебя.
Ты порадовал мой взор и слух. Пусть войдут все те, кто хотел нас видеть. Иди. О, справедливейший и справедливых, склони ухо жалобы верного раба твоего. Защиты, прошу. Ну, говори. О, мудрый великий хан, прошу тебя защиты и справедливости. У меня, о хан, украли невольницу, за которую плачено 20 тысяч, и увели в ту же ночь из конюшни. Таких двух жеребцов, которых нет цены, о справедливости. А ты болтал, что у него обыкновенные полукровки. Немедленно найти и доставить ко мне во дворец. Живо! О, мудрый хан, о, мудрый и справедливый. О, мудрейший среди справедливых. Начальник стражи, я слушаю. Разыскать коней. Имей в виду, нерадивый пес. Я тебя схвалю в Зиндоне, если не найдешь. Стража! Немедленно разыскать коней, иначе сгною вас в Зиндоне. Ясно? Живо! Запомни, мошенник, если только ты не обнаружишь вора, я брошу тебя в Зиндон. О, блистательный Камельбек, напротив меня сидит иноземец. Мне говорили, что в розыске похищенного с ним никто не может сравниться. Почему ты набрал в рот воды, гадальщик? Разве ты не слышал, что хан нуждается в твоих услугах? Возьмите его и бейте до тех пор, пока он не скажет, у кого находятся украденные кони. Недостойный раб, повергая стопам сиятельного князя, мольбу выслушать его. Я действительно могу найти пропавших коней. Почему же ты до сих пор не нашел их? О, сиятельный князь, мое гадание требует, чтобы потерпевший самолично пришел ко мне, иначе он потеряет силу. Ну хорошо, хорошо, он придет. Но если ты лжешь, лучше бы тебе совсем не родиться на свете. Позвать сюда Рахимбая. Но мы-то хорошо все знаем, что не найдет он этих коней. Из-за него и нас предадут смерти. Ага, сам Рахимбай. Жирный пес. Ничтожный раб, который не может найти защиты от дерзких воров, явился по твоему зову, о многовластный Камельбек. Я позвал тебя, чтобы доказать свое усердие в поисках пропавших коней, достопочтенный Рахимбай. Начинай, гадальщик. А если только ты не укажешь, где находятся украденные кони, горе тебе, чужестранец. Старайся. Садись, почтенный Рахимбай, садись, не бойся. У тебя пропали 2 коня. Один белый, другой черный. Да-да, многие любовались им. Ты верно говоришь, всевидящий, они стояли у меня в конюшне. Знаю. Ой. Хан за это... Молчи. О, вижу. В подкову белого жеребца вбит золотой заговоренный гвоздь. В подкову черного серебряный. Так вы осмелились, уважаемый Рахимбай, пренебречь ферманом хана и прибегли к заговору и колдовству только для того, чтобы ваши кони оказались первыми на скачках, немедленно в Зиндон? Не знаю, о каких таких заговоренных гвоздях говорит этот гадальщик. Скорее всего, он набивает себе цену. Говори, сколько ты хочешь. Но о цене мы должны говорить только вдвоем. О цене нужно говорить втроем. Нельзя?
мое гадание потеряет силу. Убирайтесь отсюда! Эй, вы! Уходите! Теперь мы одни. Не могу понять, откуда в копытах у лошадей заговоренные гвозди. Сейчас узнаешь. Стой, не спеши, не в этом дело. Как бы нам с тобой поладить, чтобы эти кони обернулись в других? Без гвоздей, ты хочешь сказать? Тише, гадальщик. Говори, сколько? 10 тысяч танга. Вот, получай. Здесь ровно 10 тысяч золотом. Ах, вор. Но кони, гадальщик, должны ко мне вернуться, так сказать, в свое естественное. Лидия. Да. Я понял тебя, о купец. Подойдите все. Твои кони, о купец, находятся возле старой каменоломни у слободы Чамак. Скорее туда! Слободу! Слободу Чамак! Живо! Убью! Этот подлый шпион, наверное, следил за нами. Такие кони могут принадлежать только страже хана. Клянусь именем Али-Бабы, моего предка, сегодня ночью его будут оплакивать совы и филины. О, праведный Аллах! Я ушел из застенков султана. Я избежал котла в Бухаре. А палачи Багдада, эти достойные люди, по сей день тоскуют о моей голове. Погибнуть так бесславно, так глупо во имя моего друга Хаджи Наследина. Хаджи Наследина? Да. Развяжите его. Говори, пленник. Но смотри, будь правдив, иначе я обезглавлю тебя. Хаджа Насреддин решил освободить 40 девушек, которых отдали в неволю. Но для этого ему нужна огромная сумма денег. Сейчас в Зиндоне томится сын эмира, брошенный туда как безумец ханской стражей. Когда это откроется, Камильбеку не уйти от гнева эмира. Вы поняли? Замолчите! Теперь я убедился, что ты не врешь. Кто мог, кроме Хаджи Насреддина, придумать такую штуку? Я и мои люди готовы помочь вам. О, сиятельнейший Камильбек, коней там нет, только одни уздечки. Зиндон его! Зиндон! Но ведь кони были-то! Что, видите его?
О, блистательный принц! Какая горестная встреча. Ты меня узнал. Подтверди это им, и я тебя озолочу. Но хан знает, что ты принц, и желает твоей смерти. Заговор. Мой отец, великий мир, он никогда не доверял этой лобной гиене. Что же делать? Есть один выход. Надо подписать ферман о низвержении хана, и я переправлю его на волю. А ты не обманешь? Сиятельный принц. Пиши. Я подпишу эту бумагу, и пусть хана зажарят заживо в кипящем масле. Я так хочу. Гениально. Эй, гадальщика сюда. Слушаю. Выходи, собака. Рассказывай о своих злодеяниях. В моем гадании, о сиятельный князь, не было обмана. Вот как? Ты такой же мошенник, как и прочие шарлатаны, твои собратья. Но ведь сиятельный князь сам видел уздечку. А это значит, что кони были в каменоломне. Почему же их не оказалось там? Да потому что я прочел в неких властительных глазах желание, чтобы эти кони не слишком торопились вернуться к своему хозяину. Черт! Оставьте нас! Вон! Ну а в других глазах я прочел сомнения, касающиеся новой наложницы. Молчи. Ведь под лестницей ты оставил следы сапог. Тише. Но Рахимбай узнал их. О чем ты говоришь? О какой наложнице? О какой лестнице? Бичи-бичи, алабичи. Бичи-бичи, алабичи, астурбичи. Бичи-бичи, алабичи. Бичи-бичи, алабичи. Вижу сиятельного князя. Вот он склоняется над прелестной наложницей. Снимает халат, сбрасывает покрывало. О, боги! Вероломный евнух подменил красавицу мужчиной. Сиятельно мечется по комнате и, подтягивая шаровары, бросается к окну. Замолчи! Замолчи, говорю! Ну, а купец хочет искать защиты своего супружеского ложа у хана. Солнцеликому угрожает нож лесом. Замолчи! Я убедился в твоем искусстве. Ты будешь главным гадальщиком хана. А если узнаешь о кознях купца Рахимбая, сообщишь их мне. И при дворе слушай разговоры вельмож и запоминай их. Эй! Твой слуга всемилостивейший. Сей человек назначается главным придворным гадальщиком. Воздайте ему должные почести и проводите как умнейшего из все постигающих. Пошел вон. Ну, ты пытал этого гадальщика? Что он узнал о конях? Мы установили, великий хан, что гадальщик невиновен. Раз уж он попал в Зиндон, надо было его на всякий случай обезглавить. Если хану угодно обезглавить этого гадальщика, то сделать это очень легко. Но кто нам укажет, где кони?
Их необходимо разыскать до скачек и спрятать от чужих глаз. Тогда его можно будет для вида и отпустить. Ну а после... Ну, делай, как знаешь. А сейчас пришли ко мне в опочивальню ту смуглянку. Я хочу ее послушать. Что такое? Проваливай отсюда, шарлатан. Эй, я тебя не понимаю. Не понимаешь, болван? Убирайся! В чем я провинился, господин? Твое место займет главный гадальщик Что с ним хана. говорить, раз приказано слушаться? Что вы делаете? Здесь будет сидеть главный гадальщик. Вещи уходи. Да смотри, не вздумай с ним Он спорить. раздавил меня, Аллах, счастье меня. Опускался ли ты на дно мерзостных мыслей и дел купца Рахимбая, гадальщик? Опускался. Но пока ничего опасного. А куда же все-таки девались кони? Ты еще не узнал? Куда девались? А очень просто. Я их взял и перенес. То есть как это? Взял и перенес? А очень просто. По воздуху. Ты не шутишь? Ты можешь и по воздуху? Для меня это... И все. А скажи, нельзя ли перенести по воздуху и купца Рахимбая? Куда-нибудь подальше от Хаджента, ну там еще кое-кого. Взглянем. Знаки моей книги говорят, что для клеветников, стяжателей и интриганов давно распахнуты врата преисподней. Гиена огненная ждет их. Но это возможно лишь при благоприятном расположении звезд. Я хочу, чтобы ты очистил дворец от моих недругов и завистников. Их надо убрать. Ты слышишь? Мне тебя жаль. Я сочувствую твоему горю, Рахимбай. Накануне скачет. Украсть 2 таких чистокровных жеребцов мог только мошенник из мошенников. Если бы я знал, кто этот негодяй. Я хочу тебе помочь. Слушай меня. Не жалей только денег, и Аллах поможет найти украденных коней. Я привел с собой гадальщика. Выслушай его хорошенько, и ты постигнешь тайну. Скажи, о хитроумный, правду о конях Рахимбая, и я обещаю, что горести твои рассеются. Кто бы ни был вор, как бы высоко ни стоял, называй его имя. Не бойся ничего, я обещаю свою защиту. Да. Назови его имя. Я вновь упаду к ногам великого хана и буду просить у него защиты. Говори. Карагач, Карамагач, Карагач, Карамагач.
У меня не имеет уста достопочтеннейший, чтобы кони не участвовали в скачках. Их украл блистательный Камильбек. Что? Камильбек? Черным черна, глаза твои черней, светлым светла луна, лицо твое светлей, с ума меня свела, ты красотой своей. Я был бедняк и вор, а стал еще бедней. Я полюбил тебя, странник, за твой ум и добрую душу. А сегодня я узнал о тебе еще кое-что, и мое сердце согрелось радостью. Что-то ты хитришь, старик. А, ты, наверное, узнал, что я стал несметно богат. О, ты богат, очень богат. Идем, и ты все поймешь. Вот смотри. Жена? Насреддин. Гюльджан, ну как ты нашла меня? Это было нетрудно. Добрые люди указали, где ты находишься. Одна в это тревожное время? Я не одна. Дети! Смотрите, кто пришел. Дети мои! Кровь моя! О, как мне не хватало вас! Воистину я богат. Несметно богат. Аллах наградил меня всем, кроме смирения и спокойствия. Скажи мне правду. Ты опять что-то затеял, Хаджа. Ну, ты ведь знаешь меня, Гюльджан. Знаю, Хаджа. Не сердись на меня. Да хранит тебя Аллах. Я никогда не стояла на твоем пути. Завтра мы все вместе двинемся в путь. Ну, а сегодня звенят трубы, надо идти в бой. Отстает! Слушайте ферман повелителя Хаджента о награде за участие и победу на скачках в честь приезда сына Эмира на горы. Куда ты лезешь? Стой! Стой, говорят тебе! Стой! Что это? Ты посмел омрачить мою радость. Взять его! О, великий хан, затмивший всех своей справедливостью. У меня похитили коней, оставили только вот эти уздечки. Я купец Рахимбай. Выслушай меня, о великий. Что ему надо? Что ты хочешь от нас? Я прошу справедливость. Камильбек похитил коней, где-то спрятал. Он подговорил и гадальщика. О чем он болтает, ничего не разберу. Гадальщика сюда. Слушай, великий хан, гадальщик сейчас будет здесь. Чего?
Акерман. Ты принц, сын Эмира. Ясно? Тихо. Вот они. Иди. Да поможет нам Аллах. Стража хана. Схватить гадальщика. Живо! По какому праву? Не разговаривать, приказ хана. Я буду жаловаться. Ведите его. Пустите меня. Я придворный гадальщик. О, великий хан, твое приказание выполнено. Вот он. Я не желаю в такой торжественный день заниматься вашими грязными делами. Слышишь, визирь? Что прикажет хан? Допроси его. Слушай, раб, ты должен в присутствии хана сейчас же найти украденных коней. В противном случае будешь посажен на кол. Но ведь мне было обещано 10 тысяч таньга. Вот они. Бери их. Вот они. Только скажи, где кони. Ну, что же ты молчишь, гадальщик? Теперь ты берешься указать, где кони Рахимбая? Ну да, сиятельный визирь. А почему ты не открыл это перед скачками? Неблагоприятное расположение звезд. Но кто тебя подбил, дерзкий раб, на оскорбление хана? Ты его лишил радости и удовольствия решить, у кого самые лучшие кони в Хадженте. Мне только что донесли, что преступную мысль эту тебе внушил Камильбек. Да-да, Камильбек. О, Аллах, меня хотят очернить, навлечь твой гнев, опозорить на весь Хаджент. Люди, которые взимают незаконные поборы. Воры, расхитители моей казны. Ваше место не здесь, а в тюрьме. Я не потерплю, чтобы мошенники находились во дворце. Я всех выгоню отсюда и не ждите жалости. Награбленные вы должны сейчас же сдать казне, иначе берегитесь. Первый, кто не послушает, сядет на кол. Вы слышите, подлецы? Да и гадальщик пусть поторопится. Если кони не будут найдены, можешь считать, что ты мертв. Кони находятся в конюшне дома, что стоит по дороге в Чамак у слияния двух арыков. Что? Ты врешь? Это дом, о солнцеликий хан, мой дом. И никаких коней нет в моей конюшне. Лут хочет надуть нас, он оттягивает время. Пошлите туда немедленно людей, чтобы удостовериться во лжи. Зубран, атаман велел передать, что у нас все готово. Собирайте людей, я сейчас. Слушаю. Береги себя, Зафар. О, солнцеподобный хан, твое приказание выполнено. Вот украденные кони. Что это значит? Ну, кто был прав, визирь? А, твои кони хороши. Они стоят не меньше 100 тысяч таньга. Чека, отпусти. О, мои великолепные жеребцы! Благодарю тебя, великий хан! Нашлись, мои кони нашлись! Спасибо тебе! Ты вернул мне радость жизни. Но если кони твои, значит деньги мои? Нет. О, солнцеподобный хан! Я взываю к твоей справедливости. Кони действительно мои, но этот плут спрятал их нарочно. Пусть признается, что он совершил это по наущению Камильбека. Мудрый хан, меняла обвинил в обмане и подкупе твоего верного слугу. Но кто объяснит, как попали кони в твою конюшню? Это уж ты объясни. Мы не услышали ответа. Ты припрятал своих коней, так как усомнился, что они победят. А теперь вопишь, что их у тебя украли. Но кто украл? Отвечай, кто? Не знаешь, а обвиняешь. А завтра ты, подлец, солжешь, что я украл твою жену, подобрал ключи к твоей лавке, обворовал дом, прелюбодействовал с невольницей. Камильбек прав. За ложь и обман я навсегда лишаю тебя всех твоих званий, всех прав и полномочий на размен монеты и торговлю. Стража, наказать его и в Зиндо. Слушаю, о повелитель. Сядь! Пощади, о великий хан! Я слух великого хана. Пусть подойдет ко мне гадальщик.
Ты понравился мне своей мудростью и проницательностью. И мы решили приблизить тебя к своей особе. Но ответь мне на вопрос, скажи, в чем заключаются их обязанности? Я понял тебя, о великий хан. Наипервейшая обязанность всякого придворного заключается в ежедневных упражнениях гибкости хребта. Он должен извиваться и изгибаться во всех направлениях. Правильно, я сам так думаю. А мои лодыри отрастили себе животы, стоят истуканами, поклониться не могут, как Разрешил великий хан? Ну-ка, все кланяйтесь хану. И раз, и два, и три. Ниже. Ведь перед вами великий хан, великий повелитель, величайший среди великих на земле, гениальнейший среди гениальных, богоподобный. Я у тебя хочу спросить, отчего на голове волосы седые, а в бороде черные? Борода моложе, о великий хан. Ведь ты родился с волосами на голове, а борода выросла на 20 лет позже. Ты мне нравишься. Тогда вот что скажи. Ну, отвечай сразу. По какой причине море соленое? Он погиб, если не ответит хану. Чтобы рыба в нем не протухла, о великий хан. Теперь я тебе задам последний вопрос. Почему задержался в дороге наш долгожданный гость, его высочество, могущественный принц, сын эмира Бухары? Принц уже здесь, хан. Его свита вступила на площадь. Звенят трубы. Великий Аллах! Я готов поклясться, что это не сын эмира. Я его хорошо знаю. Его надо схватить, это самозванец. Что, ты сомневаешься, что мой отец эмир? Сейчас ты узнаешь, кто я. Подлинная подпись принца. Я его подпись знаю. Это принц. Сомнений нет. Взять собаку. Взять собаку? Взять его! Ах, собаку взять! Взять собаку! Синтон его! Его казнят. Сейчас он доберется до нас. А распутника и сластолюбца, насильника и лжеца Камильбека отправить в Бухару к эмиру, чтобы он его осудил за все дела сразу. Взять его! Высокочтимый Камильбек, прошу, хватайте его! Пощадите, о солнцеподобный! Придворных вельмож, запятнавших себя участием в измене, из города изгнать! Убрать их! Пощадите! Пощади! Пощади!
во знаменование своего славного посещения благословенного Хаджента и наказание визирей преступников, повелеваю проявить милость узникам и выпустить их всех из тюрьмы. Не забудь девушек. Всех девушек, отданных в рабство за долги и недоимки, возвратить к родителям, а долговые записи уничтожить. О, великий принц! Ты повелел принести долговые расписки. Вот они. Друзья, держите! Это ваши долговые расписки! Уничтожайте их! Рвите! Все эти повеления подсказал мне мой друг Хаджа Насреддин, который стоит здесь, рядом со мной. Скажи им что-нибудь, они хотят слушать тебя. Не важно, создан мир, закон у нас таков. Блаженствует и мир на шее бедняков. Я день-деньской тружусь, а кто-то жрет и спит, но именно ему весь мир принадлежит. Учи нам, Господень, мире наше бытие. Богатый пьет шараб, мы горькое питье. Скажите мне, друзья, кто в этом виноват? Во всем виновен тот, кто зло